основе всего лежит желание потреблять хороший продукт. Действительно, я просто люблю сыр с детства. Мы когда вот с партнером как бы встретились, он тоже любит сыр, приняли решение, что мы будем делать как бы этот бизнес, исходя из определенных правил. То есть мы в первую очередь хотели сделать качественный натуральный продукт. И второе, все-таки создать абсолютно официальную, без всевозможных ухищрений, каких-то там коррупционных решений проект, чтобы сам проект демонстрировал возможность вообще, в принципе, такого бизнеса в Казахстане. Здесь находятся самые простые свежие сыры, потом группа паста филата, кое-какие сопутствующие партнерские продукты, оливки, то, что обычно люди берут к сыру. А сейчас немножечко пусто, потому что будет выгрузка в обед, как раз свежий продукт каждый день выгружается на эту витрину. А здесь выдержанные продукты, и сыры с плесенью, более дорогие, естественно, и как бы человек, как мы говорим, двигается по витрине, да, он начинается с простых, понятных сыров и двигается уже к более сложным сырам. Отдельный холодильник для нашей кисломолочной продукции. Здесь йогурт, молоко, кефир. У нас козья продукция, кумыс у нас. На сегодняшний день мы производим 84 наименования. Технологи многие, там итальянцы, французы, с которыми я уже сдружился, они сказали, слушай, это невозможно, да, то есть потому что у тебя слишком разные группы сыров. Как ты заставишь это все не пересекаться, там, не перезаражаться. И я, опять же, углубился в микробиологию, начал понимать, что, как, где растет. И мы создали разные зоны с помощью отдельно выделенных холодильников, камер хранения. И после этого внутри, опять же, технологов я получил такое признание. Сказали, ты сумасшедший, но ты это сделал. Здесь у нас вход на производство. Здесь спецкомплекты одежды все, у каждого свои шкафчики. Ну, все по нормам. Вот здесь сейчас работает технолог, наша Агата. Наливает сыворотку популярную у наших клиентов, наших покупателей. Вот. Здесь две линии с очень коротким производственным циклом, разработанные тоже по моему заказу. И даже столы дренажные, все по моим чертежам. Мы используем полную автоматизацию. Это тоже я был как бы идеолог, и у нас абсолютно программное управление процессами для того, чтобы технологу высвободить больше времени для работы. Отдельные холодильники с контроллерами. В них лежат разнообразные сыры, которые нельзя пересекать, которые заражены разными культурами плесени. Ну и наше хранилище балансное, как мы говорим. Входить нельзя, но как бы здесь находятся сыры. Вот можно заглянуть сюда. Там длительные выдержки. Система сразу включилась. По нашей аналитике, средневзвешенное, скажем, потребление сыра у нас в стране – это 2 раза в неделю. Мы четко понимаем, что наш бизнес напрямую зависит от культуры потребления. И чем больше людей узнает о том, сколько можно замечательных блюд приготовить с сыром, тем больше мы его продадим. И моя идея наличия кухни, она сейчас очень хорошо работает, потому что люди видят, что с нашими сырами можно готовить вкусный продукт на домашней кухне. Это очень хорошо продвигает, собственно говоря, продукт и дает понять, что есть некая разница между нашим сыром и сыром, который они купят с прилавка. Я не могу говорить, это лучше или хуже, но есть четкая вкусовая разница, которую они, потребляя наш сыр, они как бы понимают. И мы плюс проводим еще всевозможные мероприятия, приглашаем там шефов ресторанов, которые делают в условиях домашней кухни, используют только домашнее оборудование, там обычную духовку, микроволновку, сковороду, делают замечательные блюда, готовят с нашим сыром. Очень популярно. И люди прям приходят и берут рецепт, и берут сыр, и продолжают это делать дома. Да? То есть это очень важно для продвижения именно вот самой культуры потребления. В рамках, опять же, популяризации мы очень много сделали. Да? Я там веду и мастер-классы, и работа в соцсетях, дегустации. И мы планируем и работаем над этим провести сырный фестиваль первый казахстанский. Серьезное событие, которого нет в Казахстане, и мы хотим быть родоначальниками, потому что мы создаем этот рынок. И хотим, чтобы на этом фестивале не просто собрались сыроделы и продали свой сыр, как ярмарка. Да? Мы хотим, чтобы это была некой площадкой, где участвовали крупные производители, и частные. И чтобы потребитель мог сравнить этот товар, то есть потоковый полочный товар, да, и частный какой-то крафтовый товар. В день фестиваля мы привезли с собой около тонны продукции, сыров и около 300 литров кисломолочной продукции, молока козьего и коровьего, и продукции наших партнеров тоже. Но это уже отдельный вес. И на второй день мы запланировали такой же объем, как минимум,
готовы подвести в случае чего. Ну, на самом деле, как бы большое количество людей нам очень хорошо помогло. У нас была опять очень хорошая команда. И так как я занимался массовыми мероприятиями очень давно, в принципе, у нас прошло все очень хорошо. Согласно счетчикам торгового центра, нас посетило более 7 тысяч человек. У нас были очень хорошие продажи. Не только у нас. У многих вообще продукция кончилась первый же день в обед. Вот. И по массовости и по проходимости мы были лучше, чем все фестивали, фуд-фестивали города, которые проводились. И по продажам наших партнеров, которые у нас участвовали, по их кассам, было понятно, что мы самое эффективное мероприятие провели из подобных. 2 дня очень плотно работали с людьми, продвигали продукцию, сыры. Люди очень сильно интересовались, очень много узнали. И мы как бы считаем, что следующий наш этап – это 2-й фестиваль. Теперь это будет регулярным, и это будет традицией. Несмотря на то, что внешне кажется обычно людям этот бизнес достаточно просто, они пытаются его достаточно просто организовать, но на самом деле успешность, именно успешность и доходность этого бизнеса, она очень непростая. И здесь нужна очень четкая аналитика того, что вы производите, что будет пользоваться спросом. Очень четкая работа с клиентом, создание потребителя, да, продвижение своих каких-то сортов товаров и точнейшее соблюдение всех тех процессов – это очень важно. Потому что микробиология в продукте, который у тебя вызревает несколько месяцев, это очень серьезная вещь. Без соблюдения культуры производства, культуры бизнеса, внутренней культуры тебя как человека невозможно произвести хороший продукт, тем более хороший сыр, который тоже содержит в себе культуры бактерий, заквасок, ферменты.